В Усть-Цильме не поделили территорию спортклуб и коррекционная школа. Борьба не за землю, а за футбольное поле, что на ней стоит. Из-за того, что школа уже поставила ограждение, не могут заниматься на улице теперь ни воспитанники клуба, ни другая местная детвора. В истории дележки сельской достопримечательности разбиралась Анна Зубарева. Наталья Куропцева, депутат сельского поселения, сама в юности занималась в спортклубе «Темп». Родительский дом как раз стоит на этой улице. Помнит, как футбольное поле всегда отсыпали и выравнивали сами родители юных спортсменов. Ни одну из сторон раньше не смущало, что территория по межеванию принадлежит соседней коррекционной школе-интернату. Все изменилось с принятием новых требований по антитеррористической защищенности. Территория, да, если это их. Но я понимаю, что это все ограждение должно быть по антитеррористической защищенности объект. Да, требования жесткие, большие. Но там, если не ошибаюсь, 5-8 метров можно отступить от здания. И мы бы ворота перенесли, оно бы сохранилось для общего пользования для всех. А просто началась установка, не согласовав ни с кем. И вот от этого пошел этот резонанс. У тренера Ивана Трофимовича Попова, чей стаж полсотни лет, свежие воспоминания. Как эту территорию в советские годы отвоевали у совхоза. Как работал бульдозер целую неделю. Как Центр физкультуры, спорта и туризма Усть-Цильма вкладывал силы и средства в объект. А теперь получается, что и мяч погонять на нем нельзя. Я в курсе, что вот у них 39 учащихся сейчас. 5 живут в интернате. Я так посчитал. 200 дней в году школа вот эта пустует. Такое огромное здание. И они практически сюда не выходят на улицу. К слову, комментарии руководства коррекционной школы нам дать отказалось. А местным жителям за потерю спортивной площадки, прямо скажем, обидно. Еще весной они направили заявку на участие в программе «Народный бюджет». В планах было поставить новые футбольные ворота и тренажерный комплекс. Этот объект пользуется спросом. Особенно удобно здесь было малышам кататься на лыжах. Маленькие дети, они здесь катаются, потому что в мороз идти далеко на лыжню, допустим, холодно. Поэтому вот здесь они всегда использовали этот стадион, летом футбол играли. Посмотреть по населению, вот получается здесь вверх на гору, там новый участок полностью отдан под застройку, очень много молодых семей с детьми. И это один объект в нижней части Усть-Цильма. К сожалению, больше застройка так не позволяет поставить какой-нибудь здесь спортивный объект. Неравнодушным усть-цилемам, чтобы не потерять объект, хочется найти компромисс. Для этого депутатский корпус уже направил обращение в Министерство образования Коми. Для тренера Ивана Трофимовича установка забора хоть и стала большой неожиданностью, но, как сам утверждает, школа уже пыталась начать использовать эти сотки далеко не для спортивных целей. Школа, честно говоря, где-то в прошлом году пытались сделать здесь стоянку машин. Оттуда заезжали, сюда стали ставить. Ну, я подошел, поговорил. Они говорят, это школьная территория. И что хотим, то и делаем. Но в итоге не стали ставить машины. Школа, территория действительно школьная. Но ведь государство-то одно. А вот святая святых, клуб «Темп», которому в сентябре стукнуло 36 лет, внутри выглядит так. Кубки, медали, грамоты, а еще настольный теннис, бильярд, шашки, шахматы. Заходишь и сразу начинаешь дышать спортом. Спортклубу сегодня есть чем похвалиться. 10 мастеров спорта, 2 международного класса, 20 кандидатов, перворазрядников, 200. Один Илья Семиков чего только стоит. Известный лыжник, многократный чемпион страны, призер этапа Кубка мира, сейчас кандидат на поездку на Олимпийские игры. А начинал именно здесь, у Ивана Трофимовича. И сколько еще таких, как Семиков, будет? Но только при наличии внимания к детям и развитии их способностей. Анна Зубарева, Дмитрий Булеев, телеканал Юрган, Усть-Цильма.